Перейдите во вкладку «Компании и сотрудники», далее в информацию о компании. Укажите налоговый орган по месту жительства. Выберите налоговый орган по месту регистрации. Нажмите «Сохранить изменения». Вернитесь под раздел «Компании и сотрудники», перейдите во вкладку «Сотрудники». Введите данные нового сотрудника: ИИН, фамилию, имя, отчество. Укажите гражданство сотрудника. Выберите вид расчета зарплаты. Укажите оклад сотрудника. Определите количество рабочих дней в неделю. Укажите дату принятия сотрудника на работу. Сохраните все внесенные данные. Новый сотрудник успешно добавлен. В дальнейшем вы можете редактировать данные сотрудника. В случае увольнения сотрудника войдите в подраздел «Сотрудники», далее в «Текущие», выберите сотрудника, которого необходимо уволить, и нажмите «Уволить». Укажите дату увольнения сотрудника. В комментарии укажите статус сотрудника «Уволен». После этого подтвердите создание кадрового события, нажав «Создать». Статус сотрудника изменен. Теперь его данные находятся во вкладке «Уволенные». При необходимости сотрудника можно повторно принять на работу. Для этого в подразделе «Уволенные» выберите необходимого сотрудника, обновите данные и нажмите «Повторно взять на работу». Перейдите в раздел «Компания и сотрудники», в котором будут отображены информация о компании, сотрудники, кадровые события. Прием на работу, отпуска, увольнения отображаются в разделе «Кадровые события».